Здравствуйте, в прямом эфире новости, в студии Джилдош Исаков. Легитимность назначения Садыра Джапарова на должность премьер-министра и сегодня остается под вопросом. Ряд ведущих юристов республики и депутатов во главе с вице-спикером Аидой Касмалиевой заявил, что все решения, принятые на заседании Джугурку Кенеша, прошедшего 10 октября в госрезиденции Аларча, не являются легитимными. Первый заместитель Торга Касмалиева сделала заявление на своей странице в Facebook, отметив, что опубликовать эти сообщения на официальном сайте парламента сейчас технически невозможно. Она подчеркнула, что главная причина, почему Садыр Джапаров не может считаться главой Кабмина, это отсутствие кворума. Отметим, сообщалось, что в резиденцию пришел 51 депутат и было передано 10 доверенностей. Но, по словам Касымалиевой, 61 депутат должен был присутствовать лично, а потом только плюс доверенности. Таким образом, постановление парламента о назначении Джапарова в настоящее время нет. Его избрание, отмечает она, не подтверждено официальными документами Джугурку Кенеша, соответственно, не направлялось для утверждения указом президента Кыргызской республики. Все решения, принимаемые Джапаровым в качестве премьер-министра, не имеют юридической силы. Исполняющим обязанности главы Кабмина, по ее словам, продолжает оставаться Алмаз Батырбеков. Она обратилась ко всем членам правительства, чтобы те продолжали исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства страны. В свою очередь, Мирлан Бакиров, также являющийся вице-спикером, подтвердил, что постановление Джугурку Кенеша об утверждении Садыра Джапарова действительно еще не подписано. Бакиров напомнил, что он вел заседание и с учетом доверенностей кворум был. При этом все процедуры проводились не как предполагает закон, то есть через соответствующие комитеты и фракции, а, как сказал Бакиров, через общий комитет Джугурку Кенеша. Он отметил, что одобрение кандидатуры Джапарова и состава его Кабмина было, но само постановление пока находится в аппарате ЖК. Изучается правовым отделом, оформляется должным образом и после поступит на подпись. Причем подписать его, отметил Бакиров, должен он, так как он вел заседание. После этого президент должен издать указ, которого, напомним, пока тоже нет. Между тем, сам Джапаров и его сторонники говорят, что именно он премьер. Назначение его на должность состоялось еще на заседании в Достуке, но повторно этот вопрос рассматривали в минувшую субботу для того, чтобы Джапаров представил состав своего Кабмина. Отмечу, что он уже даже представил нового главу Министерства внутренних дел. Напомним, он подписал распоряжение, которым назначил в качестве главы МВД Улана Ниязбекова. Садыр Джапаров сегодня провел совещание с сотрудниками аппарата правительства. На нем присутствовали руководители отделов и их заместители. Кроме официально работающих сотрудников этой внутренней структуры, на совещании присутствовали и другие лица. В ходе совещания Садыр Джапаров высказал позицию, что все госорганы должны работать в штатном режиме, что нужно оптимизировать систему госуправления, сократить бюрократические препоны, а также принять меры по восстановлению экономической активности и поддержке бизнеса. Кроме этого, в числе обсужденных тем были также прохождение осенне-зимнего сезона, борьба с распространением COVID-19, встречи бизнес-средой и донорскими организациями, своевременность соцвыплат, а также продбезопасность. Вместе с тем, некоторые политические объединения также выступили с официальным заявлением относительно решений Джугурку Кенеша, принятых на заседании 10 октября. Авторы сообщения «Партия Республика» отметили, что события 5 октября случились из-за несправедливых выборов в парламент. Граждане, преимущественно молодежь, открыто заявила, что требует отмены итогов голосования, так как повсеместно применялся подкуп, админресурсы и запугивание. В итоге на основании официального заявления от 11 оппозиционных партий ЦИК отменил результаты голосования. Но всю неделю страну будоражили не менее тревожные события. В итоге до сих пор ситуацию с управлением государства не вернули в правовое русло. Вчера, 10 октября, состоялось заседание Джугурку Кенеша, где Садыра Джапарова утвердили в должности премьер-министра. Ряд общественно-политических деятелей, депутатов и представителей профессиональной юридической общественности заявил об отсутствии кворума на заседании. Соответственно, легитимность избрания премьер-министра и состава правительства подвергается сомнению. В связи с этим призываем привести в правовое поле и снять вопросы о легитимности утверждения правительства с участием достаточного для кворума числа
депутатов согласно законам. Мы призываем в срочном порядке собрать лидеров всех политических партий и общественных движений на одной площадке и путем конструктивного диалога обеспечить процесс легитимизации и консолидации, чтобы сохранить единство народа, обеспечить мир и снизить напряжение в обществе. Призываем правоохранительные органы, их руководители, а также политические силы прекратить устрашения, угрозы и политические преследования своих оппонентов. Такие действия могут вызвать новый накал напряжения в обществе. Режим ЧП вместе с комендантским часом и запретами на проведение любых собраний и митингов продлен повторным указом президента. В нем говорится, что ЧП будет действовать на территории Бишкека на период с 8 вечера 12 октября до 7:00 19 октября. Комендантский час будет действовать с 10 вечера до 5 утра. До сегодняшнего дня он действовал с 9 вечера до 5 утра. Сделано это было по той причине, что Джигурку Кинеш в течение 3 дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме ЧП на территории столицы. Таким образом, он мог прекратиться уже сегодня вечером. По закону, напомним, парламент должен был утвердить или отменить такое решение главы государства в течение 3 дней. Первый указ, напомним, Сооронбай Джейнбеков подписал 9 октября в пятницу в 17 часов. Отмечу, что повторному принятию этого указа предшествовала встреча президента Сооронбая Джейнбекова с начальником Генерального штаба вооруженных сил Талабеком Умралиевым. В ней же участвовали замсекретаря Совбеза Джанбек Капаров и замминистра внутренних дел, комендант города Бишкек Алмазбек Уразалиев. Сооронбай Джейнбеков подчеркнул, что на сегодняшний день силовые структуры страны должны в первую очередь сосредоточить свое внимание на обеспечении спокойствия и стабильности в обществе и безопасной жизнедеятельности граждан. В свою очередь, глава Генштаба доложил, что военнослужащие продолжают нести службу, в том числе по взаимодействию с комендатурой столицы. Комендант Алмазбек Уразалиев отметил, что с момента введения ЧП на территории столицы значительно сократилась преступность и количество правонарушений. Но граждане настоятельно просят пока на этом режим не снимать. В связи с чем Уразалиев и предложил рассмотреть вопрос продления режима чрезвычайного положения на территории столицы до дальнейшей стабилизации общественно-политической ситуации. Минувшая ночь в городе прошла спокойно. Вместе с дружиной порядок обеспечивает и милиция. В светлое время для передвижения граждан ограничений не было, а вот в ночное время суток нахождение на улице было запрещено. На въездах в столицу установлены блокпосты. В дневное время через них можно было заехать и выехать из Бишкека. Тем не менее, ситуация в столице и стране остается напряженной. Еще на этих выходных люди продолжали собираться в группы в центре города и митинговать, несмотря на введенные запреты. В субботу, когда в госрезиденции собирались депутаты близ этого стратегического объекта, пришлось расположить боевую технику и военнослужащих, в то время как на площади проходил развод-инструктаж бишкекского гарнизона с участием всех силовых структур. А рядом с военными и милициями выстроились и дружинники. Открытые уголовные дела по беспорядкам на минувшей неделе расследуются. Против деятельности деструктивных сил возобновили работу спецслужбы. Об этом сегодня президенту сообщили замгенпрокурора Нурлан Дарданов и первый зампредседателя ГКНБ Талантбек Салиев. На встрече обсудили меры по стабилизации общественно-политической ситуации. В надзорном органе сообщили, что следственные группы провели осмотр административного здания Джигурку Кинеша и передали в ведение властных структур. Спецслужбы заверили, что работают над пресечением попыток со стороны некоторых групп по нарушению спокойствия в обществе. 8 миллиардов сомов иностранных инвестиций потеряно, и это только предварительные размеры ущерба вследствие отмены контрактов и договоренностей с иностранными компаниями из-за случившихся политических событий. Об этом сообщает Национальный альянс бизнес-ассоциаций. По их данным, уже порядка 20 контрактов и бизнес-проектов на сумму более $200 миллионов отменены. Это те партнеры, кто намеревался в ближайшее время выйти на рынки Кыргызстана с вложениями. Реальные потери понесли уже действующие горнорудные предприятия. Иностранные инвесторы прекратили участие в них. Прямой ущерб в больших размерах понесли предприятия розничной торговли и общепита преимущественно в Бишкеке, но и по всей республике. Между тем, внутренние войска МВД разыскивают угнанную у них во время беспорядков грузовую машину. Сегодня информацию о том, что спецтранспорт
пропал, подтвердили в ведомстве. По их информации, машина стояла у Кыргызского театра драмы в Бишкеке, но водителя неизвестные лица из нее вытащили, избили, а после угнали транспорт. Силовики отмечают, что уже дали ориентировку. Это не единственный инцидент, произошедший с военной техникой. Боевая машина пехоты, пытаясь заехать на территорию государственной резиденции, снесла забор. Машинист попытался развернуть БМП, но при подъезде к воротам ее снесло в сторону, и она протаранила ограждение. Число заболевших коронавирусной инфекцией продолжает увеличиваться. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 289 новых случаев COVID-19. Среди них 22 медицинских работника. Если вот уже более 2 недель наихудшая тенденция с заражением наблюдалась на юге, а в Воткинской области, согласно сегодняшним данным, наибольшее количество заболевших – 86, то теперь эпидемиологическая обстановка осложняется, и в Бишкеке количество зараженных за сутки достигло почти 60 человек. Летальных исходов по всей стране зарегистрировано 5, и это самые высокие показатели за последние 2 недели. Такое же количество в последний раз регистрировались лишь в августе. Смерти стали фиксировать чуть ли не каждый день. Накануне было 4 скончавшихся и более 300 вновь заразившихся. Причина этому, по словам медиков, не соблюдение основных мер профилактики, отсутствие социального дистанцирования и неношение масок. Отметим, что всего 2-недельный темп прироста заболевших составляет уже 154%. Общее количество больных COVID-19 по стране составляет более 49,5 тысяч человек. На этом пока все. О развитии событий вы узнаете из наших вечерних выпусков. Оставайтесь на канале НТС.